Друзья, недавно прочитал новость в Тенгри Ньюс. Новость звучит так: казахстанцев пугают землетрясением, да? Но действительно, все, что касается безопасности, да, друзья, я считаю, нужно изучать в достоверных источниках. И поэтому, я думаю, это актуальная тема, потому что, во-первых, касается безопасности, да, жизни людей, друзья. Сейчас я не знаю, успею, нет, там машина едет. Поэтому, друзья, я просто, не то что прошу вас, но я думаю, что такие сведения, да, насчет того, что будет землетрясение, не будет, нужно всегда, я считаю, знакомиться, да, в достоверных СМИ, средствах массовой информации. Так, что-то мне здесь темно стало, да, не видно. Потому что я снимаю через фронтальную камеру. Друзья, поэтому, из своего опыта я знаю, что когда, да, своего рода там землетрясения, да, такие факторы, да, чрезвычайные ситуации, всегда нужно быть наготове, да. Я не пугаю вас, не призываю. Просто мое мнение, что у человека должно быть всегда вещи свои, там, документы, паспорта всегда наготове, да. Сами понимаете, да, если, не дай бог, такие ситуации случатся, вы же, во-первых, покиньте свое, да, жилое помещение там, получается, и нужны своего рода документы там, например, удостоверение личности, свидетельство о рождении детей, если есть. Так, и получается, какая-нибудь теплая одежда, например, да, если вам срочно нужно будет покинуть помещение, да, жилье, получается, нужна какая-нибудь теплая одежда. Я считаю, еще можно какой-нибудь перекус там захватить с собой, да, заранее приготовить там, получается, там сухпайок, как говорится, да. Военные, милиция, они обычно знают, да, что такое сухпайок там. Поэтому, друзья, в наше время, например, да, многие говорят, мы не знаем, например, не видим, не смотрим телевизор там, да, или не читаем газеты. Друзья, как говорится, незнание, это же не освобождает от ответственности. Получается, это ваш промах, да. Поэтому я считаю, что в наше время сейчас у всех есть, да, получается, этот смартфоны, компьютер, интернет, где можно, например, посмотреть, да, новости, почитать там, я не знаю. Например, если взять, например, да, новостной канал Хабар 24, прямо в интернете бьете в гугле Хабар 24, например, да, и получается, он находит вам вот этот канал, да, где вы можете онлайн-трансляцию новостного характера, да, посмотреть, например. Есть приложение, например, Галам ТВ, тоже, где бесплатно показывают наше телевидение, да. Есть различные паблики в Инстаграме, там можно, да, на достоверный источник подписаться, там Хабар 24 или другие, да, СМИ. Поэтому, друзья, в наше время говорить, мы телевизор, радио не смотрим, это, я думаю, неправильно, да. Всегда нужно стараться идти в ногу со временем. У каждого из вас есть, получается, смартфоны, компьютеры там. У кого нету, можно прочитать информацию там в газетах, СМИ, на радио, телевидении. Иногда хоть нужно все равно заглядывать, да, в эти паблики. Поэтому, друзья, то, что касается этой новости, да, насчет землетрясения, я думаю, не стоит бояться, но нужно как-то все равно заботиться о своем здоровье, о здоровье своей семьи. Поэтому давайте, друзья, берегите себя, пишите в комментариях, вообще это достоверная информация или нет насчет землетрясения, да.
Давайте будем здоровы, да, живы, друзья. Пишите комментарии, пообсуждаем, что пишут СМИ в новостях. Вот так что, друзья, вот просто увидел такую новость и решил с вами пообщаться. Давайте пообщаемся в комментариях, друзья. До встречи.